Так, друзья, я сегодня хочу подкрасить себе локоны. Новую прическу хочу делать. Ну вот здесь, короче, хочу пустить белые пряди. Не знаю, что из этого выйдет. Я увидела это у Зарины. Так прикольно смотрится, красиво. Пришла к Зарининому мастеру. Теперь у меня Зарина отвечает за мою прическу и за мой стиль. Я теперь вот так одеваюсь, типа стильно я это считаю. Не знаю, конечно, как это со стороны на самом деле выглядит. Скоро узнаете, что получится. Я только локоны подкрашу и все. Больше ничего делать не буду. Я пришла. Руфина, вы здесь, да? Такая красивая девушка и говорит, что почему вы снимаете близко, я страшная. Что такая красивая, бля? А? Нифига не отекшая. Вот короля кыздардың комплексы. Офигеть. Даже красивые девушки вот комплексуют, понимаете? А что остается нам, друзья? Что нам остается? Вот у меня прыщ вот огромный вылез. Видите, да? Офигительный просто. Смачно красивый. Сейчас я, короче, покажу, как я хочу. Руфина, можно я стол вот сюда поставлю? Да, чтобы вот так можно было снимать. Так хочу. Еще светлее. Да. Прям с корней. Да, вот так хочу, вот как у нее. Вот, смотрите, я вот так хочу, друзья. Вот прям как она хочу быть. И стрижку можно сразу сделать, сразу такой, как у нее. Нет, стрижку не надо. Антенна махтарпает трава. У меня тоже, у меня вот здесь вот дополнительная челка как будто отращивается. Это все коллаген, Руфина. Ой, мақтансықтар екеулеп тұрып алып тұрып қара. Менің сухой сәстерім іргенде. Сравниваем просто вот кератин и не кератин. Менің сухой сәстер іргенде мақтаншып тұрған болады. Может, мама хорошо сделали, что у вас даже как будто свои такие. Ну, я сама себе сделала. Сама себе кератин. Сама себе сделала. Охренеть. Завтракать будем прямо здесь. А, я люблю. Ага, у меня вот, да. Все. А вообще, что посоветуете? Вот вообще сединой так делают или что лучше делают? Да сделай, экспериментируй, немецкий. Куртма давай, эстет нафиг. Не, я просто не хочу портить волосы тоже. Да ничего ты не испортишь, господи, волосы не зубы, а Очень время, что у меня свои волосы не Мартел! хорошие. Пускай у тебя тоже крашеные. Испортить их. А то сейчас им мама кто Мелкие время. растут, вот поэтому я сомневаюсь, что мелкие вот эти новые же растут. И чтобы чё? все некрасиво не смотрелось. Красиво будет их же не смотреться. покрасишь мелкие, а если они естественно некрасиво будут смотреться, чтобы они вот именно седина вот эта затерялась. Прям здесь внутри аж пучками. Да? Ничего себе. Сколько много, да. Но они же объем придают, да. Ну да, дополнительная челка получилась. Были вопросы про Урала. Люди пишут, типа, что вы у Урала уволили, что ли? Урал со мной и не работал, чтобы его увольнять, дорогие друзья. Урал же работает сам на себя. Мы просто время от времени сотрудничаем с ним. Он мне снимает рекламы и рилсы. Сейчас пока что у него нет времени сотрудничать со мной. Он работает с другими, понятно? Спрашивали тоже про Зарину. Зарина у вас на работу пришла. Зарина тоже не пришла ко мне на работу. Она тоже временно со мной сотрудничает, тоже снимает мне рилсы, снимает мою рекламу, монтирует также рекламу и рилсы. И также выпуски вот «Один день со звездой». Я попросила ее снять мне, потому что это тяжелые, сложные выпуски, там надо со стороны съемки делать. А так все сторисы я сама себе снимаю и сама себе монтирую и сама выкладываю во все соцсети. А то люди думают, вот Зарина сидит, выкладывает сторисы. Оказывается, вот так вот люди думают. Даже Зарине начали писать, расскажите, как вы вот эту черную дымку ставите, как вы вот это делаете. Зарина мои сторисы не выкладывает. Руфина, вы мне еще волосы уложите? Да. Красиво. Ой, спасибо. Локоны делать, да? Или что делать? Нет, выпрямить только. А, ладно. Только этот, можно еще очки снять, пожалуйста? Ай, бляха-муха, я про очки совсем забыла. Работаем просто. Без перчаток. Потому что быстро надо. Быстро надо, время идет. Да блин, волосы красить долго, вот поэтому я и не хожу, блин. Да, я же собираюсь годами, когда прическу собираюсь менять, я собираюсь годами идти. Потому что вспоминаю, что очень много времени на это уходит. И такая думаю, блин, нет у меня столько времени, дейм да и бармен такой. Посмотрите результат. Прикольно. Крабиком Угу. собрать можно.
светлый будет. Лариса меня этот Круэлла обозвала. Это 101 далматинста. Кемалю, ты злая. Круэлла не в плане того, что злая. Круэлла в смысле прически, цвета волос. Да. Круэлла, между прочим, очень шикарная женщина. Да, ты Круэлла. Карарам женщина. Круэлла на харате. О, смотри. Так как будто вообще блондинка. Да. Прикинь, какой эффект прикольный, да? Да. Вот так хвост поставил, вообще блондинка. Не Ну, захотела, взяла, отпустила. прикольно. Сзади можно было тоже добавить, но не Кстати, мне захотела. даже сероватый даже идет, оказывается. Ну, он отсматривает чуть-чуть. Ага. Надеюсь, потому что это самые мелкие волоски. Да. Маленькие, они быстро... Каратышей у меня Да. много. Ой, вот смотрите, сколько каратышей у меня. Вот смотрите. Даже лучше, чем у Зарины. Зарины, Курдын. Вообще прикольно, да? Вот хоть что-то новое, блин, обновилось. А только еще это, блин, вот прическа. Принимаешь что триггер. Месяц не хочу стричь волосы. Тут уже Руфина уже миллион раз пыталась мне волосы постричь. Говорит, давайте чуть-чуть кончики уберем, давайте. Я говорю, нет, не будем убирать. Я их сколько отращила. Ой, красиво, очень красиво. Прикольно. Вот такой у меня картоши, видите, какие антенки. Хочу сделать. Как? Сделала. Как у меня, что ли? Все за мной повторяют. Видите, я создаю модные тренды. Все за мной повторяют. Даже вот мастер Руфина захотела повторить мою прическу. Челку надо по сторонам. Даже Лариса вон хочет повторить. Видите, я не материально, модные направления создаю. Я еще там модная штучка. Я же ходила вот с такими волосами. У меня даже есть фотография, друзья. Лет, сейчас я скажу, лет, наверное, 14-13 назад. У меня прямо точно вот так же были белые пряди спереди. Прикольно смотрелось тогда тоже. Ну, там красиво. И оттенок она вам теплый подбирает. Да. Видите, сейчас вот чуть-чуть подсмоется вверх, где сероватая. А я серый подсмыться. Вот Ива Казарина тоже пришла, у нее серые были. Стабилизируется же. Да, помыла потом, у нее нормально все. Что отправили? Откуда отправили? Одна подписчица отправила мне чуваши. Подписчица На. Альберту отправила кустенес. Щеба, чипсы. А зачем она чипсы Не тебе знаю, отправила? я не знаю. Он, наверное, курган, что Альберта это кыны-тыны чипса Нет, отправила. Щеба у нас не продается же. Это что такое? Ну, Это она к пиву Альберту отправила чипсы, представляете? Вот до какой степени любят подписчицы Альберта, что смотрите, сколько чипсов отправили из натурального картофеля. Тыры-тыры, с грибами, со сметаной, тайский какой-то, солеными огурчиками, Там пиво, пиво. букет чувашей керсари. Короче, помните, я вам рассказывала историю, что этот Альберта подписчица, из Чувашии хочет отправить ему кустенес. С Деком отправили, короче, самогон, пиво и чипсы. Прикиньте, как любят подписчицы Альберта, что даже отправили... Вон Альберт нюхает. Что, как? Самогон, так самогон. Харадай, халати верганда. Фламилар да бар бит. Господи, вот это да, вот это кустенес, целая коробка кустенес. Спасибо. А как зовут-то, скажи спасибо. Блин, не знаю, как зовут. А, ну, не знаю, как зовут. Меня, Я Баша, спрашиваю. спроси, неудобно же, блин, скажи, кустенес верганда, ты даже не знаешь, как зовут. Мгм. Офигеть. Обалдеть. Вот в такой вот коробке, друзья, видите, полторушка самогона собственного производства, чувашское пиво. Смотрите, как выглядит чувашское пиво. Керсори, какой-то букет чувашей, да? Букет чувашей. Вот такой. Дегустация скоро у Альберта будет. И вот такой темный букет чувашей. Представляете, Побольше да? отправляйте, не так. Он будет дегустировать ваше пиво и ваш самогон. Почему не носите те трусы, которые с пушапом? Тогда бы у вас попка была. У меня вообще-то есть эти трусы. Вот. Даже 2 штуки я заказала на Вайлберс, эти трусы дурта. Но я их не могу носить. Почему? Сейчас я вам покажу. Услышал, очень рад был все вот эту проблему услышать. Спасибо, до Сейчас свидания. офигейте, как они сидят, эти трусы. Вот смотрите. Вот, Зарина, смотри. Это куть. Вот. Вот здесь. Ты видишь, да, где они? Ну, он же должен быть внизу немножко, этот куть-то. А он вообще... Вот смотри, как он смотрит. Чего? Чего? Чего еще себе? Ты интересный фон был вообще-то. Ты думаешь, почему я сюда пришла? Ну, ушла куть была, что ли? Я не Ужас. понимаю. Нет, ты представляешь, может, они из-за того, что дешевые, Зарина? Возможно. А?
Не знаю. Девочки, если вы где-то нашли хорошие трусы с качественным кутом, дайте мне, пожалуйста, знать, где вы их взяли. Потому что вот это трусы с таким кутом мне не нравятся. Это вообще ужасные, дурацкие. Альберт, вот тебе нравится? Смотри, желай. На. Нормальный кот. Нормальный кут, если это не нормальный же кут, Альберт. Он не на месте, он не в том месте. Кут должен быть немножко вот здесь вот, а не вот здесь же. Даже, Зарина, скажи. Да. Почему он там? Не Или у знаю. меня какой-то деформированный кут Микен? А? Ну-ка, руку берите-ка. Вот, смотри. Мне кажется, это не на месте он кут, он не должен быть там. Я взяла свой размер. Если вы думаете, что я взяла не тот размер, то имейте в виду, это тот размер. Так что, девочки, может, у кого-то подходит попа под эти трусы, я могу подарить. Они не ношеные. Между прочим, вот такие вот. Не ношеный. Просто подарить. Не выкай! Не ношеный. Если они не ношеные вообще-то. Что ты хочешь сказать, я носила, что ли? Такой дурак, блин, кейптер у меня. А еще кулягин. 155-85 Я не знаю, может, я другой размер какой-то взяла. Я не поняла. Вот такие вот трусышки. Сейчас я покажу, потом я взяла другой. Я такая подумала, ага, может быть, дело в моем куте. Может, и мой, думаю, попка какая-то не такая нестандартная, да? И я взяла вот другой фирмы. Вот, какой-то Ленни Маккей. Вот, 3М-ка. Тут 3М-ка, да, сзади написано, или 5М-ка, что-то глаза не видят. СМ. СМ-ка взяла. Совсем другой фирмы. И вот сейчас я вам тоже покажу, одену, если вы не верите. Какой он. Тоже увидите. Они двух разных фирм. Ну вот. Сел нормально теперь. Посмотрите теперь вот здесь вот. У этого кут вообще вот здесь вот. Представляете, кут ты должен быть вот здесь, а он вот здесь. Офигеть, да? Я вообще не поняла прикола, Зарина. Вот, ну посмотри. Но на спину как будто бы уже. Как будто это вообще на спину полез кут. Какого черта такие трусы с пушапом делают, который кут, блин, наверху уходит? Вот. Тебя хочу. Что там Элвин Грей поет? Тебя хочу. Удема каратырга. Удина каратырга. Тебя хочу. Удина каратырга. Если- Тебя хочу. Если Элвин Грей увидит, офигеет. Ты что, Альберт? Чего? Подглядываешь за мой кут? Меня пошел бадить аппетит. Ты подглядываешь за мой кут, что ли? Ну вот, друзья, вот такие вот дела. Вот же я прямо чувствую, что у меня вот кут должен быть вот здесь. А он вот здесь. Прикиньте, кут полез наверх. И вот мне все пишут, а что не купите трусы с пушапом? А что не купите трусы с пушапом? Вот, я две разные фирмы на Алдем. Трусы с пушапом. Никакого толка нету. Я не смогла их носить. Короче, если кому-то, может быть, подойдет, я не знаю, может, у меня форма кут не такая, я не знаю, что-то не то. Приходите, забирайте. Только почему Альберт смеялся, то, что я сказала, не ношеный, такой странный, да? Ну, они же совершенно новые, куда мне их девать? Зарина, давай ты один попробуй. На тебе посмотрим. Такая смачненькая получилась. Почему у меня так не получилось? Короче, девочки, кто-то, может, продает качественные трусы с попочкой, пожалуйста, дайте мне знать. Я приеду, померю и куплю, потому что я не могу больше видеть свою попу такую плоскую. Это невозможно. Мне одежда не идет. Я вот одеваю, да, так некрасиво смотрится. Если бы вы знали. Когда я полная была, не так смотрелась. Не так было заметно. У меня попочка была, а сейчас у меня прям какой-то, вы знаете, вот доска доской. Так, Зарина... Папа как у Ким. Блин, давай это снимем. Знаешь, Я Ким Кардашьян. ну это вообще прикольно. Ну черные более-менее на тебе. Вот ты когда вниз спустила. Видите, у всех наверх поднимать. Значит, мы шили неправильно. Блин. Кто правильные трусы шьет с попой? Дайте знать. Приеду, заберу, блин. Не могу я больше без попы. Хотите? Мне надо куть. В срочном порядке. Мне надо куть. Что делать вот с этими? Вот ведь. Вот, лежат, блин. Два кута, блин. А вы говорите, что не купите? Давно я купила, носить невозможно. Ну, кстати, смотрится очень качественно, да? Ну, смотрится качественно, вот. Ну, нифига не качественный, Зарина. Особенно короткий. Да. Там шов, вот это Ну. все, форма. Тут можно как шмель сделать. И так носить, что ли, да? Для вайнов. Да, вот же, смотри. Прикольно же, да? Вот тут глаза нарисовать-то. Бззз.
Господи, так жалко. Ладно, я пойду. Может, кому-то понадобится. Да. Не хочешь носить? Нет. Если, короче, увидите где-нибудь Зарину с попастую, попастую Зарину, если где-нибудь увидите, знаете, она мои трусы надела. Короче, друзья, я еду, знаете куда? В Джаване. Приехал мой хирург. Гарифуллин Руслан Айдарович. Ой, ну это мой любимый пластический хирург, который сотворил с моим лицом вот такое вот чудо. С Москвы прилетел специально, чтобы посмотреть, что с моим лицом, потому что у меня вот эта щека опухла. Помните, да, я снимала ролики и упала в автобусе. И прикиньте, вот эта вот щека у меня опухла и до сих пор стоит опухшей. Она не вернулась на место. И сейчас вот Гарифуллин Руслан Айдарович специально приехал, чтобы осмотреть мою щеку. Это, конечно, много чести для меня. Я знаю, я вру вам. Нифига он не приехал из-за моей щеки. Я под него подстраиваюсь. Да, это я под него подстроилась. Ну пусть будет так. Да, охота считать, что он приехал ради моей щеки. Охота так думать. Сюда, конечно, я не знаю, можно заносить, нет? Это деревенский гусь. Сырой. Имеется в виду, он этот, не сваренный. Гусь. Понял? Я же Это. из Башкирии все. У нас на свадьбе гусь, на поминках гусь, на рождении гусь. Очень вкусный деревенский гусь. Экологический чистый продукт ел. Травку и купался в озере. Вот. Пасся на лугу. Очень вкусный. Густенес. Вы знаете, что Руслан Айдарович мне вот тут вот зашлифовал за гуся. И вот я ему таскаю теперь гусей, снабжаю гусями за шлифовку. Спасибо большое. Это височный лифтинг, это не шлифовка. А, да? Височный лифтинг. Височный лифтинг, доктор. Скоро будет интервью, ждите, доктор. Все ваши вопросы мы учли. Сейчас как раз-таки зададим самому лучшему хирургу Республики Башкортостан Руслану Айдаровичу. Это прям слишком громкое название. Нет, это просто, видя какой результат, можно назвать вас самым лучшим. На самом деле это еще не конец. То есть Это у нас не конец. окончательный результат будет только через месяца 4. Потому что все равно еще есть отеки. Поэтому, помните, я говорю, какие-то морщинки вот здесь, они все равно могут вернуться. То есть мы, конечно, поработали глубоко, мы очень хорошо растянули лицевую маску, чтобы, не перетянуто, конечно, было. Но какие-то элементы кожи, это уже косметология. То есть увлажнение, питание, насыщение, это только от них. То, что нужно сделать внутри, мы сделали. А вот с кожей, это ваша рутинная, каждодневная, скучная работа. Вот то, что левая сторона пошире бровки на разном уровне, это все-таки есть исходная симметрия. То есть как бы мы ни старались... Ты что, у меня при то есть рождении у вас даже шея даже побольше, линия что ли? роста волос отправить здесь вот, Ну. 2,5 сантиметра, здесь 2. Или вам так бровь нарисовали. Нет, это когда меня рожали, что-то с головой сделали, походу Нет. делали, прижали голову. Блин, маңқалар ешкін. Руслан Айдарович аптыраған бірінде. Маңқатанады. Он еще снизу снимал. Иә, башын. Мен шындай көріп қалдым. Бәні. Ну, кеше алдында айтмаймын енді. Руслан Айдарович, многих женщин интересует вопрос, насколько же хватает вот такая вот подтяжка лица. Как это правильно называется? Фейс-лифтинг или что? Фейс. Подтяжка лица, неважно, как она называется, ее хватит на 8-10 лет. Условно, на 10 лет вы всегда будете выглядеть моложе. Сколько раз вообще можно делать подтяжку лица? Вот, допустим, через 10 лет у меня вернулось в исходное положение. Блин, у меня что, через 10 лет вот так, как бульдог, опять объяснишь, что ли? Не факт. Не факт. Мы же с вами оперировались не потому, что вы постарели, Ага. а потому, что вы скинули. Да, да, да. Поэтому здесь мы не можем предсказать. А сколько раз? 2 точно можно сделать. О, В вот среднем это делают 2 раза. успокаивает. Начинают в 45, ближе к менопаузе и уже в районе 60 лет. Я похудела резко на 53 килограмма. У меня как бульдог все обвисло. И плюс этот климакс меня шандарахнул. Вообще все, целый комбо у меня было. И, конечно, у меня все поползло вниз до рта. Вот ладно, я встретила Руслана Айдаровича, Аллаху шукр. Я, конечно, сначала не доверием отнеслась, думаю, такой молодой человек. Руслан Айдарович. Такое лицо было. Возраст не хороший. Да. Кстати, вот многие тоже писали, ой, он что-то слишком молодой. Девчонки, я думаю, наоборот, сейчас лучше довериться слишком молодым. Взрослый хирург, он уже вроде как всего добился, и иногда некоторые могут как бы спустя рукава работать. Молодой он все равно в первую очередь работает на свое имя. Можно там до 50 лет сделать такое-то количество этих операций, а можно в 30 сделать гораздо больше. Есть хирурги, которые делают абсолютно все, от пятки до затылка. А есть те, кто все равно специализируется на чем-то одном,
и в этом они совершенствуются. Когда я нажимала на клинику, там выходили хирурги, и у каждого хирурга были свои расценки. И одна и та же операция стоит по-разному. Безусловно, да, в первую очередь цена будет зависеть от опыта. Хирург, который работает 2-3 года, его цена, конечно же, не может быть такой, как у специалиста, который делает эти операции 10 плюс лет. Социальные сети так или иначе влияют. То есть количество успешных кейсов, которые публикуются, повышается, скажем так, очередь. Ну и естественным образом цена тоже растет. Два основных фактора. Это, конечно же, опыт. С опытом все равно результаты будут лучше. А второй – это доверие пациента. Есть такие хирурги, которые очень сильно себя раскрутили, да, и у них такие расценки, да, бешеные. Но это не говорит о том, что они вам дадут такой результат, как у меня. Руслан Айдарович, а мужчина обращается за подтяжкой лица? Гораздо реже, но в современных реалиях это набирает тренд. Да? Я слышала, что даже Путин. Делал подтяжку лица для простыняков. Ничего не знаю. Не знаете? Не знаю. Да? А мы думаем, что действительно он сделал подтяжку лица. А какие операции в основном мужчины делают, если делают? Вы делали мужчину? Первое – это блефаропластика. Блефаропластика? Да. И также подтяжка лица. Да? Слава богу, вы делаете не надо. А то успокаивать, что груди они не делают. Очень тихо. Руслан Айдарович тихо говорит. Чуть-чуть погромче. Это больница вообще-то, ёбраться. Давайте, раз, два, три. Руслан Айдарович, до скольки лет можно делать пластическую операцию? Ну, может, ограничение по возрасту, там, 90, может, нельзя так делать. Мировая практика такая, что не существует конкретных ограничений по возрасту. Если организм позволяет, то можно сделать и в 90 плюс лет. Все равно после 65 у большинства людей есть какие-то сопутствующие заболевания, и именно из-за этого по анестезиологическим рискам их не допускают к операции, потому что все-таки наши операции, они не являются жизненно важными, поэтому лишние риски никто создавать не будет. Короче, доктор, если вы еще не сделали пластическую операцию и вам нет 65, девчонки, то торопитесь. После 65 вам уже нельзя будет делать операцию, потому что все-таки здоровье уже, вы же не молодеете. Я вон и то чуть мне операцию не отменили. У меня, оказывается, сердцебиение, там это, как там, мало. Брадикардия. Вот, бракатокардия, короче. Ну вот, представляете, и мне чуть не отменили операцию. Ну, Аллах шукур, вот мне повезло, да, я прямо очень счастлива, что мне пропустили, все нормально. Так что вот до 65 у вас есть возможность, девчонки, подтянуть лицо. А результат такой же будет, вот, допустим, придет к вам 60-летняя бабушка, она вся морщинистая, никогда в жизни операцию не делала, и она говорит, вот я хочу, вот как у башкирской домохозяйки лицо, вот так немножко хоть будет у нее, или как? Ну, немножко будет, но все равно я же говорил, что кожа – это не цель нашей операции. Ага. То есть мы подтягиваем каркас лица, убираем какие-то провисания, но за кожей нужно следить вместе с косметологами и регулярно самому человеку за ней ухаживать. И, конечно же, результат от операции будет, по сути, одинаковый, но восприятие 50 и 60 плюс, конечно, разное, потому что кожа будет совершенно другая. И мне вот интересно вообще, вот в тот раз я тоже в сторисах рассказывала, вот люди мечтают быть космонавтами, да, там, мечтают там стюардессой быть, да, там, трактористом мечтают быть. А вот как вот мечтают хирурги быть хирургом, что ли? Вот, допустим, он сидит и такой, думает, блин, я сейчас кому-нибудь хочу лицо там натянуть, там, порезать, посмотреть там, вот, чего там внутри, хочу порезать, ножом поработать, вот так, что ли? Вы как вот представляли, я хочу там порезать кого-нибудь за шею, так что ли? Вот как мечтать, такого не было, да? Не было? Там лягушки резать в детстве, там, смотреть там, что внутри, там, зашить его, такого не было? Боюсь, это уже отклонение, тогда к психиатру отправят. Медицина, она обширная, больше сотни специальностей, и все-таки в каких-то направлениях ты не увидишь результаты своей работы сразу. А хирургия тема прекрасна, что вот ты хорошо постарался, и в определенных ситуациях результат виден уже на операционном столе. Итак, друзья, все спрашивали, где мои швы. Сейчас вот как раз-таки Руслан Айдарович покажет, где мои швы. Потому что многие останавливают меня в магазине и трогают мое лицо, представляете? И не верят, что я сделала операцию. Ну что ж, дорогие друзья, больше всего людей, как всегда, пугают швы, особенно перед ухом. Милюша, 2 месяца, еще шов немного красный. Мы об этом часто говорим, что швы не могут за один день стать красивыми.
За ушком тоже, в принципе, довольно-таки неплохо, с учетом того, сколько у нас все-таки было кожи. Как вообще вот делается операция? Люди увидели, что вот так кожу отдирали, вы засунули типа руку. Это правда такое, что вот так вот мясо придерживают и кожу вот так натягивают? Это правда? Это так происходит? Не совсем так. Ага. Кожа не играет роли, как бы это странно ни звучало. Мы подтягиваем не кожу, а масс-культуру. Такая фасциальная, нерастяжимая анатомическое образование, в отличие от кожи, которую, если мы растянем, у нас просто все швы расползутся, как я сказал, результата не будет. Она может выдерживать натяжение, ее можно подшивать с определенной долей упорства, скажем так, и при этом также все будет максимально гармонично и естественно. Почему говорят минус 10 лет, на 10 лет моложе? Потому что это очень похоже на то, как вы выглядели раньше. Взять и за 2 недели помолодеть – это мечта многих. Да, и ни одна косметология не даст такого результата, девчонки. Я слышала, что лишнюю кожу взвешивают, и это, куда вы деваете ее? И почему вы взвешиваете кожу? Вот мою. Это все фейки, мы ее просто выкидываем в урну. Никто ее не взвешивает, такого смысла в этом нет. То есть, если мы посмотрим на Милюшу, сразу скажем, это не какая-то патология, это не нужно корректировать, это не заболевание. То есть, все мы асимметричны. Например, у Милюши левая половина лица, она больше и шире, чем правая. И она тяжелее. Поэтому, с одной стороны, всегда избытков будет больше. Это не лишнее, это просто избытки. Их срезают без какого-либо натяжения. Как вы сказали, руку засунули и вот так натянули. Этого не делается. Это неправда. Там делается все максимально ненасильственным образом. Ага. Потому что все, что делается через силу, потом разойдется, расползется, это будет некрасиво. То есть все делается деликатно, бережно к организму, избытки кожи образуются, измерять их никакого смысла нет, это всего лишь избыток кожи. Чем больше мы срежем, результат это не даст. Будут просто хуже швы. Только давайте здесь погромче, ладно, чтобы Ага. Иштельген. Да, погромче. Это Руслан Айдарович, он этот зомбирует, действует как успокоительное. Какой бы нервный ты ни пришел, и как бы ты ни переживал, что там можешь коньки откинуть на операционном столе, да, вот приходишь к нему, начинает он говорить, зомбировать такой. Монотонным голосом, успокаивающим, да. Я иногда даже на осмотре чуть не засыпала. От него вот веет, знаете, вот теплотой и спокойствием. Это очень важно, между прочим. А когда приходишь на прием к врачу или к хирургу, да, начинает там что-то говорить, да, и у тебя больше страх вот так появляется. Это правда, между прочим. Вы знали об этом, да? Что такие люди есть, врачи. К ним заходишь, он такого страха, он как там напустит, наведет, я не знаю, блин, у меня с русским плохо. Потом вообще неохота к нему идти даже. С русским немножко плохо. Руслан Айдарович, вот после операции вы сказали, что нельзя набирать вес и резко скидывать вес. То, что это может повлиять на пластику лица. Это правда, нет? Когда мы делаем операцию, мы подтягиваем объем на лицевой маске. Если она будет меняться вверх или вниз, то мягкие ткани будут растягиваться. И мы можем получить такую ситуацию, что вы вернетесь в изначальную ситуацию. Поэтому мы сразу же обговаривали, что если мы оперируемся, вы прямо стараетесь держаться в том весе, в котором пришли на операцию. То есть это именно залог долгосрочности операции. Я могу иногда на камере выглядеть этим тухлым. Вы нифига не тухлый. Зачем вы так про себя говорите? Вы очень даже такой симпатичный мужчина, очень даже. Я плохо работаю на камеру. Нет. Зато вы хорошо натягиваете. Ты это сняла? Ой, блин. Ой, правда ты сказала, Зарина. Правильно ты сказала. Зато вы хорошо натягиваете, действительно.